Мэнду Аяврин Гиркил. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! В эфире программа «Геван». И сегодня у нас в гостях эвенкийский сказитель Алан Хасуд, народный певец Якутии Валентин Гаврилевич Исаков. Я думаю, что Валентина Гавриловича многие знают в Якутии, потому что он всегда принимает участие во всех эвенкийских праздниках. Один из основных действующих лиц, он всегда проводит традиционные эвенкийские обряды, без которых не проходит ни одно мероприятие. Кроме того, Валентин Гаврилевич является артистом театра Аланхо. Валентин Гаврилевич, мы с вами встречаемся сразу после наступления Нового года. Скажите, пожалуйста, у эвенков какие были обычаи, связанные именно с Новым годом? И вообще календарь эвенкийский как-то дает освещение именно того, что сейчас у нас зима, январь, Новый год? У эвенков сейчас до Нового года еще далеко. Вот. Мы сейчас только проходим макушку нашего года. И сейчас вот постепенно с удлинением дней, с увеличением морозов, сейчас люди не охотятся. В основном они сейчас занимаются домашним трудом, выделкой шкур. И сейчас они начинают много друг друга рассказывать разные сказания, сказки. И если есть какой-нибудь сказитель, то Нимгакалан, то они приглашают его, и люди слушают его. Вот эти месяцы после официального Нового года у нас действительно охота действительно прекратилась. Мы сейчас на пушнину уже наши эвенки не ездят. Они годовой запас, зимний запас, то самое мясо сделали. И сейчас, если они имеют домашний скот, оленей, то они смотрят на оленей. До отелей оленей важенок еще далеко, поэтому сейчас самый такой период, вот длинные ночи, как раз и есть, предполагают, располагают человека к рассказам, сказкам и сказаниям. Вот, Валентин Гаврилович, давайте сразу с этого и начнем. Исполните нам, пожалуйста, какой-нибудь отрывок из сказания. Начнем с третьего поколения, если считать по отцу. Это Хуркокчона Средней Земли, вот с его песни. И если считать по матери, то он герой четвертого поколения. Вот этот Хуркокчон, молодой человек, собирается, в общем-то, путешествовать. Об этом будет сейчас речь в его песне. Дулин Хуркокчонин бенгил видептикеке тегерен текангунна турячи сахати важанан. 오가령 오가랴 오간다르레카레카 아힐레 비투라나마바바란 돌데칼로 İrigele verik tefekellu doya var dolu dikallum menemi calvava dolu demuril behik sun umuti dokki uldım yavi yuchi dokki jufchameng yavi ilachi dokki analak gerki yavi bakadavi eyachim taritengi saril mineve nyngeni melchekeldum Siri veyeven siri çivicara ayane beyeven ala çivicara ugale ugandar Гунеттен Эрдулин буга Хуркокчуунин эдерилкан маататкан.
Валентин Гаврилович, как я поняла, он собрался в свой героический поход за невестой, так же? Да, он-то сам вот спрашивает у своих родичей, вот скажите мне такую землю, где могла бы находиться та девушка, которая предназначена мне с 1 года швеей моей, с 2 лет быть моей домохозяйкой, с 3 лет вот моей супругой. И он просит, так как я уже стал сейчас сильным, я могу обойти все 3 север земли, и поэтому вот хочу быстро начать вот свои поездки, поэтому вы мне об этом в общем-то, быстро говорите, посоветуйте, в какую страну мне ехать. Я перевел Дуленбуга Таргандунин. Это Анна Николаевна мне дала в 2000 году. Я к концу 2009 года закончил перевод. И она, в общем-то, это одобрила. И после этого она сказала найти спонсоров, так как даже на венкийском языке и с научным изысканием вот этого немгакана Николая Гермогеновича Трофимова, вот эта книга еще не вышла по науке. И вот я 2 года искал, и через 2 года нашел, в общем-то, на одном из заседаний нашего АКМНС, большой ассоциации, Андрей Васильевич говорит, у нас есть, в общем-то, фонд помощи молодым авторам. И через этот фонд я мог бы, говорит, вот пропустить вашу книгу. Эта книга, она именно на якутском языке. Эта книга на якутском языке, это если Дуленбуга Таргандунин, это Таргандун Средней Земли, а тут сама Анна Николаевна мне сказала, чтобы я перевел, чтобы было как-то понятно для якутских читателей. И вот я сделал так. Таргандун мата. Потому что Таргандун сам по себе название говорит, что он одетый. Одетый это самое вот в торго. А торго это, в общем-то, не кожаное это самое, это из ткани. А именно тканевое это самое. Вот. И вот эта книга вышла экземпляром 1500. Тираж экземпляром 1500, и очень быстро разошелся. В течение года уже не было ни одной книжки в магазинах Бичика. Вот что я могу вот сейчас я хочу вот спеть именно ту часть, которую я спел вам, на якутском языке, но с якутской интонацией, как Олонхосут. Да, чтобы мы могли сравнить, чтобы зрители могли почувствовать разницу. 빛 알아도요 나가감 오르도 두어루고 골도 구하는 güneşirin körder bütiyeler iyakkam 그라 가르가 수지비다 수알라 빌리베틴 메칸 구워 게레 작터 바르수와 하이마가 빌라 좀 노루함 미나타르 비니스타 올라룽아라
туалары сағым туаллан томтойон сииметэ ситэн Дебу эбенки уаламантанантақ мумда үйіммәді буалла туяғымдағаны улаппады буаллам үсір сибири сіксігінән сидәрі сылдар уалоғыта буаллам Дәмін санабын истеккетін бағарар буаллар күт мияға анамыт бірдәғеттен истәннәң мен иккіләғеттен анамыт диәхеппен үстәғеттен үрдік сәбәк иманабет аналлах доғыр буын қотун аяқ буын буылуақ буын қаннық сирге бара буылуай ол күз оғым де олану билер ки олус түргенник мияға әтің сүбәлің ұрақды диетер кет сырыны сатан сылдар күақта уолоға өске бетім болуға сыры кетен тутумаң аяң кетен манна халларымаң диен әтә тыйналар бұта бітәйім. Вот по-венкийски рапсода, они очень пространно говорят. Начинает с деда, с бабушки, с другого деда, с другой бабушки, откуда они родом, и как они родили отца и мать, почему вот так. И начинает все это говорить, и таким образом, эвенки, они действительно очень церемониальные люди. Вот это у них аристократизм уже изначально в каждом эвенке уже находится. Недаром ученые еще в 18 веке назвали эвенков аристократами Сибирина. И действительно, раньше очень много было этих рапсодов по всей Сибири. И первый Немгакан записали еще в 18 веке. Это немец, ученый Георгий. Он записал в 1771 или 2 году у байкальских эвенков Немгакан, который называется «Доладай, властелин Горна». Это в русской транскрипции так написано. Но в данном случае «Джоладай» — это значит большой камень, большая скала. И когда нашли через 180 лет уже другого сказителя, и он начал рассказывать властителя гор, таким образом, что почти от слова к слову 250 строк были одинаково написаны. И поэтому, оказывается, раньше очень много серьезно придавали, чтобы каждый Немгакан передавался из уста в уст, очень точно. В настоящее время мы имеем у тунгусов еще есть двое бабушек, которым уже
больше 90 лет, и второй самое около 90 лет. Это эвенкийка Анфиса Павловна Авелова. Ей уже 91, самое скоро полностью исполнится. Другая, это Осенина Дарья Михайловна, она эвенкана. Вот еще в 1993 году Анфису Павловну мы слышали это в Институте гуманитарных исследований, и там в Большом зале она пела на венкийском «Тарганая», это 3,5 часа. И тогда Галина Михайловна Кривошавка, вообще метр нашей самой музыкальной культуры, она вообще удивилась. Как, говорит, я, говорит, более 50 лет живу в Якутии, и у эвенков, оказывается, есть сказание. Это почти как Олонхона. Как, говорит, это самое у вас красиво все это звучит. Как, говорит, исполнительница, говорит, все это исполняет. А тут же ведь еще это самое, она, когда она вот немножко вот так-то самое вот поворачивается к зрителям, вот Анфиса Павловна, да, тут Анна Николаевна, потом Тамара Егоровна, вот Галина Ивановна, и еще другие бабушки, которые тут были, они, видимо, знают вот этот Тарганайна. И вот они тоже начинают ей вообще хором вторить вот все это самое, что она говорит. И тогда это самое получается очень интересное явление, как бы единение самое вот сказителя со своими зрителями. Валентин Гаврилович, когда вы переводили Торгандун Средней Земли на якутский язык, в чем для вас была главная трудность? Там же, наверное, все-таки какие-то были свои особенности. Действительно, Анна Николаевна, самая она мне сделала подстрочник сперва. Вот. И этот подстрочник, она сказала, сделай художественный перевод. Ты, говорит, великолепно владеешь якутским языком, и через это владение сделай, говорит, хотя вот это само сказание Таргандун, он около 40 тысяч строк. Это у Анны Николаевны. Это очень такое сказание, да, которое... очень большое сказание. Да. Но я сделал то самое, расширил описание самое на странку, по которым они ездят и так далее, вот эти герои, да, и у меня получилось почти 152 тысячи строк. И вот я принес вот такую кипу, и Анна Николаевна, ой, говорит, мне уже это самое, она уже за 80 скоро будет. У меня, говорит, работа, говорит, уйма. Я даже это самое не успею до смерти дочитать самое твой перевод. Давай ты самое поближе, говорит, сделай, чтобы было. Сократить немножко, да? Сократить самое к построчнику. И я сделал то самое вот так, и вот примерно через 1,5 года все это закончил. Потом это я уже прочел именно Анне Николаевне на якутском языке. Некоторые вещи тогда я еще исполнил перед ней. Вот то, что я читал, то самое я исполнил именно на эвенкийский, самый мелодику, все это вот так исполнил. Она это слушала. Как хорошо бы, чтобы это еще услышали якутские, говорит, любители Олонхо. И вот в 2009 году на Исеха Олонхо в Барагонцах я в местечке Чара, там есть очень хороший музей, посвященный писателям именно Усалдана. И там я спел 4,5 часа на якутском языке с эвенкийской мелодикой, вот Таргандуна. И, конечно, там очень многие ученые были, они это записали на видео, на аудио. И были любители, которые записали на свои видео и аудио. И после
когда я дошел до рождения самое, сына Таргандуна, а потом то самое, как этот сын самое вырос, и он взял в жены самое, красавицу из еще верхнего мира, но еще повыше самое. И вот они самое, вот как пришли там, где они жили, вот в первый верхний мир, и там самая вот эта новая невестка говорит так: давайте, говорит, мы вернемся вот в родину, говорит, нашего Таргандуна. И там, говорит, мы будем жить и плодиться, и вот чтобы нас, эвенков, средней земли, было много. И волчан кергенин кытта, бу агалах ете олорор, Нөһә дойдуларга тиен кәлбиттеригер жоннара кейлерге уруу оддулар. Я жоннарын бардым мустылар. Олонно олорын әрә саңа кейит, саманнык тиян саңалақ болла. Хеде хогай, хеде хуагай, әтәрі тылбын, İstəsərgən iskitigar ingərinin bigi turgandun ağabit törəbit daydu tugar bariyaqayın üssiri sibiri Seksiginan ayanamıt tiyekpi tortaturu doyduga ebenkiler terüttere buğlanalar kaput diye bite. Валентин Гаврилович, закончился у нас год культурного наследия народов России. Чем он вам запомнился, что он вам дал? Как артист Олонхо я, конечно, достиг немало. В этом году стал лауреатом многих фестивалей, конкурсов. Вот на Исыха Олонхо тоже стал победителем именно в той части конкурса, когда сразу дают тему, и по этой теме начинаешь говорить Олонхо, рассказывать Олонхо. И это импровизация. Но это для человека, который, как я, который спел более 20 Олонхо единолично и более еще 20 Олонхо в группе и со своим театром, это для меня, в общем-то, было, конечно, легко. Я знаю, читаю очень много сейчас Олонхо, такие, которые выпускаются к разным датам, мероприятиям. И сейчас очень многие, но так как год наследия, культурного наследия живет, да, Ильдархан учредил стипендии 7 олонхосутам, 7 кузнецам и 7 запевалам Осохайна. Давайте спою песню оленевода. Эгалей, 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 аякана вдучи, гудейке нарачи, саведжани качи, авеники бибе. Эгалей, 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 иманна тыктакин, бейнгалеве бейнгангнам, саваки бурекин, аямати биджангнам. Эгалей, эгалей, эгалей. И уехал на оленя. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу передачу. А я Аврил Гиркил. Дорогие наши телезрители, я поздравляю всех вас с наступившим Новым годом и желаю, чтобы было много прекрасных событий, чтобы мы слышали много эвенкийских сказаний, якутских Олонхо, и чтобы все это культурное наследие наше сохранялось. Бакалдедала, до свидания.